Успешные испытания по запуску новой плавучей насосной станции прошли на водозаборных сооружениях Якутска. Главное предназначение установки – восполнять суточный дефицит воды в объеме 25 тысяч кубометров. Отметим, суточная норма потребления в столице составляет 90 тысяч, рассказывает Юлия Михайлова. В ходе пусконаладочных работ запущены все 4 насоса станции. Испытания пройдены успешно. Позже к станции присоединят трубу, и вода пойдет в городские сети. Сооружение построил Жатайский судоремонтный завод. Стоимость объекта – 41 миллион рублей. Это средства практически каждого дольщика многоквартирного строительства, то есть деньги, предназначенные для технического присоединения к водосетям. Старая станция проработала четверть века. Ее мощностей едва хватало покрыть суточный дефицит водоснабжения. Станция первого подъема способна подать в город только 60 тысяч кубических метров воды. До сегодняшнего дня мы пользуемся, как говорится, старой станцией, эксплуатируем старую станцию, которая проработала более 20 лет. И практически уже пришла, как говорится, в негодность, выработала свой ресурс. Но надеемся, что с новой станцией, и мы уверены, не только надеемся, уверены, что с новой станцией у нас, как говорится, появится возможность в полном объеме подавать воду без дефицита для города. Какие работы еще проводятся водоканалом, чтобы обеспечить надежность водоснабжения города Якутска? В этом году водоканал для подготовки к следующему отопительному периоду и вообще прохождению паводка очень много работ сделали. В этом году, заменено 4 оголовника, это более 27 миллионов рублей, это собственные средства водоканала. В прошлом году 2 оголовника поменяли, вот поэтому надеемся, в эту ОЗП пройдем нормально. Новая станция уже заработает в полную силу после прохождения ледохода. Юлия Михайлова, Гавриил Дьячков, НВК «Саха».